и во имя Аллаха. Пожалуйста. Сказал Абу Идрис аль-Хуляйни Муазу: «Я тебя люблю ради Аллаха». Муаз ответил ему: «Так радуйся, потому что я слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: в судный день будет группа людей, которые соберутся вокруг арша, лица которых будут как полная луна. Все люди будут встревожены, а они спокойны. Тех будет охватывать страх, а их нет. Они приближенные Аллаха, они не боятся и не грустят». И тогда посланника Аллаха спросили: «Кто эти люди, о посланник Аллаха?» Он ответил: «Это те, кто полюбили друг друга ради Аллаха». Продолжай, о Аллах. Также говорится про двух братьев-мусульман, любящих друг друга ради Аллаха, что если степень одного из них будет выше степени другого, то и второго поднимут на его степени вместе с ним, и он будет следовать за ним, словно ребенок за родителями и за семьей. Так их братство ради Аллаха ничем не меньше степени братства по родству. Прекрасно, прекрасно. Всевышний Аллах сказал: «Мы присоединим их потомству, чтобы они были довольны им, и мы нисколько не убавим наград за их деяния, то есть не упустим ни один из их поступков». Прекрасно. Посланник Аллаха сказал: «Всевышний Аллах говорит: мою любовь заслужили любящие друг друга ради меня. Мою любовь заслужили обменивающиеся ради меня. Любовь заслужили помогающие друг другу ради меня». А что значит обменивающиеся ради меня? То, что каждый отдает своему другу из имущества и помогает безвозмездно только ради Всевышнего Аллаха. Клянусь, Мухаммед, я люблю вас ради Всевышнего Аллаха. Хвала Аллаху, который внушил любовь своих рабов к его рабу Мухаммеду Газали. Теперь я оставлю вас и пойду посмотрю, что еще нужно приготовить на завтрак отправки. Ступай с миром, брат. Мира вам, милости и благословения Аллаха. И тебе мира, милости и благословения Аллаха.